Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Задержаны двое подозреваемых в убийстве гражданина России Михаила Маслова. Как сообщает МВД Республики Абхазия, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел по Учимчирскому району на посту ГАИ Мачара задержан Ахсалба Беслан Тимурович, 1995 года рождения, уроженец и житель села Кутол Учимчирского района. Задержан также второй подозреваемый, житель того же села Сакания Саид Рустамович, 1996 года рождения. Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, Ахсалба и Сакания свою вину признали. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанных лиц последние признали свою вину с предъявленным преступлением. По месту жительства Сакания в селе Кутол Учимчирского района правоохранительными органами изъято гладкоствольное ружье 12-го калибра. Расследованием занимается прокуратура Учимчирского района. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Умышленное убийство», совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В рамках расследуемого уголовного дела органам предварительного следствия назначены и проводятся при содействии совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации ряд криминалистических экспертиз, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Преступление имело место 14 января в час ночи. Двое лиц в масках, вооруженные двумя гладкоствольными охотничьими ружьями, совершили разбойное нападение и убийство Михаила Маслова, 1977 года рождения, уроженца города Кострома Российской Федерации, временно проживавшего в селе Тамыш Учимчирского района. Преступники выстрелили в него, в результате чего последний от полученных ранений скончался на месте. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам здравоохранения. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицба, президент отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений страны. Много раз соприкасаясь с представителями этой сферы в других государствах, о наших специалистах говорят как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки, свои проблемы. Очень много за последнее время я слышу нареканий, несмотря на то, что нами принимаются меры по созданию возможностей решения задач, связанных с лекарственными препаратами, связанные с расходниками, которые должны быть во всех больницах. Почему наши люди, попадающие в больницы, должны покупать по тем рецептам, которые выписываются теми же лечащими врачами, в тех же аптечках, которые вы сами организовали у себя на площадках? Министру здравоохранения я открыто говорю, закройте мне эту тему. Все лекарственные препараты, которые получаем мы, и тратим мы с вами значительные средства, а в этом году предполагается еще больший объем. Все должно попадать в больницы, и должна быть соответствующая работа по контролю за использованием этих средств. Я говорю с вами открыто. Я поручу Генеральной прокуратуре, министру внутренних дел произвести полную проверку за предыдущий период. Все те объемы средств, которые мы выдавали по финансированию, на приобретение лекарственных препаратов, расходников, каким образом были организованы эти работы и куда они дошли. Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел произвести полную проверку. Это касается всех средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены. Глава государства также поручил Кабинету министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации закона о здравоохранении.
В МИД Абхазии обратили внимание на заявление министра иностранных дел Грузии Залкаляни, в котором он призывает Россию и так называемые оккупационные режимы открыть пункты пропуска по реке Ингур. По словам Залкаляни, закрытие пунктов пропуска создает серьезную угрозу такому фундаментальному праву, как свободное перемещение людей. О причине временного закрытия государственной границы глава внешнеполитического ведомства Грузии распространяться не стал. Складывается впечатление, что министр иностранных дел Грузии не в курсе того, что происходит в его стране, в частности, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отмечает МИД Абхазии. Напомню, что по сообщениям Минздрава Грузии за последнее время из-за осложнений от вируса гриппа H1N1 скончались 17 человек. В этой связи возникла очевидная необходимость принятия соответствующих мер с целью обезопасить граждан Абхазии от возможного распространения опасного вируса на территории нашей страны. Именно этим обстоятельством было вызвано принятое службой государственной безопасности Абхазии решение о временном ограничении на пересечение государственной границы с Грузией. Однако МИД Грузии предпочитает закрывать глаза на эти очевидные факты и продолжает спекулировать на излюбленную тему о так называемых нарушениях прав жителей Абхазии на свободное пересечение границы, подчеркивается в комментарии МИД Абхазии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в Южной Осетии с юбилеем, отметив большие заслуги Алана Юлбакиева как в рядах защитников Отечества, так и в деле развития двусторонних отношений с братской Абхазией. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Президент Южной Осетии выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних юго-осетино-абхазских отношений. За большой вклад в развитие дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия и в связи с 60-летием со дня рождения Анатолий Бибилов наградил Алана Юлбакиева орденом дружбы. К другим новостям. 3 российских военнослужащих погибли и 2 пострадали в горах Абхазии. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, ДТП произошло 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в республике. На сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. 2 пострадавших военнослужащих были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства. С 1 января вступил в силу закон Республики Абхазия о патентной системе налогообложения, принятый на сессии Народного собрания в августе прошлого года. Какие виды предпринимательской деятельности подпадают под действие закона и каковы преимущества нововведения? В теме разбиралась Алика Трапш. Патентная система налогообложения введена в Абхазии впервые. Она относится к специальным налоговым режимам, цель которых – создание более простых и понятных условий налогообложения для определенных категорий налогоплательщиков за счет низкой ставки налога. Патентная система налогообложения существенно упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью. Патентная система изначально была задумана для того, чтобы, во-первых, администрирование налогов было в более полном объеме, и поэтому на таком правительственном уровне было решено разработать эту систему, которая сегодня, мы считаем, должна работать и облегчить в первую очередь жизнь налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Преимущество патентной системы в том, что один раз заявитель приходит в налоговую службу и берет этот патент на целый год. И никакие службы другие к нему не будут приходить и не спрашивать, есть у вас разрешение на работу. Всего в течение 5 дней налоговая служба обязана рассмотреть и выдать патент. В этом тоже есть преимущество, потому что не нужно будет бегать по инстанциям и собирать разные справки. Патентная система налогообложения действует для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность самостоятельно, то есть без наемных работников. В перечень допустимых видов деятельности входит 15 наименований, в их числе оказание некоторых бытовых и автотранспортных услуг, ветеринарных, туристских услуг по прогулке верхом на животных, розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли, оказание услуг компьютерных залов, производство кузнечных изделий, музыкальная и хореографическая
хореографическое обслуживание торжеств и обрядов, услуги по обучению и репетиторству и другие виды предпринимательской деятельности. Приобретение патента дает налогоплательщику право на осуществление деятельности в рамках соответствующего налогового периода. Преимущество системы в том, что малые предприниматели, покупая патент сроком от 1 до 12 месяцев, заранее оплачивают все налоги и экономят до 40% налоговых расходов. Если сегодня, допустим, водитель транспортного средства такси придет и обратится в налоговую службу, ему ставка, как известно, базовая ставка – это 1400 рублей. И если он будет патент брать на целый год, у него получается не 16 800, допустим, если он будет ежемесячно платить, а 10 тысяч рублей в год. Это практически 833 рубля в месяц ему надо будет вносить в виде налогов. При патентной системе налогообложения предусмотрены понижающие коэффициенты не только от срока приобретенного патента, но и от места, где он будет применяться. Так, в восточных районах Абхазии коэффициент налога ниже, чем в западных. При первоначальном получении патента налогоплательщику необходимо предоставить в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности заявление на получение патента, свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе и паспорт гражданина Республики Абхазия. А при последующем получении патента налогоплательщик, уже состоящий на учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения, пишет заявление на получение патента и предоставляет документ, подтверждающий уплату патента. В течение последующих 5 дней специалисты налоговой службы рассматривают заявление гражданина, после чего выдают патент, который позволит осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках закона. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В этом году в Абхазии множество юбилейных дат и событий. Помимо 90-летия Фазили Искандера, в числе отмечаемых дат 145-летие со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия и 80-летие абхазского поэта Таифа Ачба, 85 лет со дня основания Союза писателей и множество других значимых дат. Подробнее о мероприятиях, которые в нынешнем году намерен провести Союз писателей Абхазии, в нашем следующем репортаже. 2019 год наполнен литературной жизнью, юбилейными датами и культурными событиями. Каждая из них очень важна и имеет особое значение в культурной жизни нашей страны. Союз писателей Абхазии намерен проводить круглые столы, вечера поэзии, творческие встречи, посвященные юбилейным датам и множество других мероприятий. По словам Вахтанга Абхазова, одно из самых важных событий года – 85-летие Союза писателей Абхазии. К этой знаменательной дате, в частности, приурочена фотовыставка, на которой будут представлены фотографии абхазских писателей всех поколений. Думаю, что для культурной жизни Абхазии это будет иметь резонанс. И мы надеемся, что многие будут заинтересованы. 85 лет за эти годы, конечно же, было сделано немало. Также, по словам Вахтанга Абхазова, Союзом писателей Абхазии будет презентован сайт, на котором будут представлены биографии писателей, библиография, новости литературной жизни страны. Союзом писателей будут проведены несколько мероприятий, приуроченных к юбилеям основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия, а также классика абхазской литературы Иво Когония. В связи с этими датами в конце года будут проведены несколько конкурсов на лучший художественный рассказ 2019 года имени Дмитрия Гулия, а также конкурс поэзии, носящий имя Ио Когония. Для всех пользователей социальных сетей не меньше будет иметь интерес. Все, что касается нашей национальной литературы, все будет здесь представлено. Вахтанг Абхазов напомнил, что в 2018 году был проведен первый всеабхазский семинар молодых литераторов. Президиумом Союза писателей было решено проводить такие семинары каждые 2 года. Мы будем проводить семинары во всех районах и городах Абхазии. Мы в городе Сухум уже провели такой семинар в декабре месяце. Очень был плодотворный семинар. Конечно же, такие мероприятия просто необходимы. Таким образом, любителей абхазской литературы в этом году ждет ряд запоминающихся событий и мероприятий, которые намерен провести Союз писателей Абхазии. Гугу Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. До второй половины дня – дождь. Температура воздуха ночью – 0,5, днем 4-9 градусов. Температура морской воды – 11 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.